Так, сейчас сброшу, как всегда, лайк. Так, ну, короче, сегодня долго не буду. В общем-то, ничего нового-то нету сейчас. Особо, так скажем. Так. Что-то как-то свет надо настроить. Что-то тут извращал. Так. Вот так, наверное, надо все-таки. Вот так надо повернуть просто. Тупо, короче, вот так. Чтобы свет каким-то образом божественно падал на меня. Так, дорогие друзья, ну, в общем, начинаем работать в области правозащиты. Сейчас скоро здесь, значит, в Польше открываю фонд, который будет заниматься правозащитной деятельностью. Почему? Потому что, определенность в чем? В том, что вот общаясь, например, с людьми с разных политических движений, внезапно обнаруживаю, что есть некоторые там так называемые правозащитники, которые, говорят, это же вот какой-то там непонятный человек, там не хотим об него мараться, типа, вот как у нас персонаж же есть. С вашего позволения, хасойку зажую. Это вафля. Зажую хасойку. Ну и вот. Короче, в бытность мою в Москве, я там одному, чувак пишет, мы армяне и буряты один нация, а наш язык армянский. Короче, я прочитал статью о том, что на улице Банзарова армянская диаспора бурятская, она, Айдаев очень плотно же с армянами работал. И потом, видимо, по наследству этому добавилось. Помните, там бурята вот эту девочку сбил несчастную, которую там напополам разорвало. Значит, он пытался на себя вину-то взять, короче. Как-то не умело. Видимо, они там перекочевали вот этому клану какому-то страшных уродливых бурят, короче. Ну и вот. Короче, в тот момент, 2006-2007 год, я еще удивился, что это Хачкар установлен там. Это же, в общем-то, объект, так скажем, религиозный, а что это он установлен на этом? Просто на улице. Я говорю, теперь все его будут там оплевывать, всяко там, в общем, мочиться, испражняться возле него. Так и получилось, только это не люди делали, а там, у нас же известно, собаки, кошки там гуляют, все это дело. И потом этот, видимо, Хачкар потихо перетащили в Адигиторевский собор. Ну и вот один мой знакомый кавказец говорит, все, говорит, бурятам, короче, конец. Правда, там другое слово. На П начинается, на Ц кончается. Я говорю, а почему? Пускай ставят, говорю, мы же там толерантная республика, типа, и так далее. Раз живут и так далее. Он говорит, ты, говорит, не знаешь. Объявят, говорит, Бурятию Великой Арменией, короче, и все, и скажут, что буряты понаехали, короче, накочевали туда. А это была часть Великой Армении, и скажут, чтобы вы в ножки кланялись, типа. Я думаю, бред какой-то. Шутка такая. Вот на Кавказе там же любят там про азербайджанцев шутить, про грузин, там, про армян. Это понятно. Чисто кавказские такие темы. Мы так что-то посмеялись над этой темой. А потом
очень сильно у этих, у азербайджанцев вдруг обнаружил, что они якобы, ну это фейковая, конечно, информация там, что будто бы армяне в Нагорном Карабахе, значит, там были целые фабрики, которые вот эти хачкары производили, потом их там, есть методики определенные, там берется свежеизготовленный инструмент каким-то, ну, этот хачкар, значит, каменный как-то кладется, какими-то кислотами там посыпается, обрабатывается, короче, и он приобретает через год, через два внутри в земле приобретает вид такой, ну, задревненный. И ты никак не угадаешь, он сейчас произведен или когда-то в древности. Ну, методик нет просто. Ну, никто не будет там всякие изотопы там измерять, там, Калифорния, там, или еще что-то в этом роде ловить. Потому что, ну, есть такая в этой радиологии такая типа тема, что определенных изотопов не было до 45-го года, до ядерных испытаний, короче. Ну, они вообще не существовали. И у некоторых полураспад, он такой довольно приличный, тысячи лет. И вот говорят, что если это типа вещество, вот, ну, там исследуют, этот изотоп обнаружен, то он типа, значит, современный, значит. Ну, я думаю, что там сложно, и никто не будет этим заниматься. Ну, и вроде азербайджанские СМИ писали по поводу того, что это фальсификация истории, удревнение там и так далее. Зачем этой всей чушью заниматься, когда есть генетика? Вот лежат косточки, достали древние ДНК, изучили, и понятно, ты местный или не местный. Вот буряты — автохтонное население. То есть и женщины, и мужчины, все, короче, то есть вот эти вот, все они там были в течение 15 тысяч лет минимум, короче. То есть как азиаты сформировались на реке Хуанхе, значит, китайцы, там все прочие вот эти древние племена, именно азиатские, короче. Вот они, мы все оттуда разбрелись, и часть группы осела в этих местах. И поэтому, когда вот эти вот начинают всякие там говорить, что, ну, буряты же там кочевники, типа, и так далее. Ну, кочевник на мат — это совершенно два разных понятия, это раз. А во-вторых, у бурят еще, ну, не произошел такой сильный, так скажем, такое сильное вовлечение, так скажем, в скотоводство там или еще что-то, или вот как в Африке там, например, кочевники, вот они ходят за этими стадами этих диких там антилоп, всяких там буйволов там и так далее. Вот это кочевники, да, ну вот они живут на огромных территориях, перемещаются, воинственные очень там, зачищают территории от тех, кто там захочет осесть где-нибудь, да. И бурят всегда было очень так ограниченное кочевье, на самом деле. То есть был летник, был зимник, и никто особо на огромные длительные пространства не перемещался, потому что земли было много. Это не у Ванюшки, который там, дай бог, от силы 10 соток там имел, и вся его там многочисленная голодьба всю жизнь имела, короче. То есть там другой подход, другой смысл богатства был у бурят. То есть, если, например, у Ванюшек одна корова — это уже был доход, как это уже богатый человек, ну, середнячок, то у бурят минимум нужно было, чтобы быть середнячком, 200 овец иметь. Но там, кстати, есть какое-то такое заклинание, 200 или 300 овец, что без современных технологий стадо очень сложно увеличить. Очень сложно. То есть, самому. И богатый-то он чем отличался? Он отличался именно тем, что мог позволить себе огромные стада иметь. Но чтобы иметь эти огромные стада, над каждым нужно было человечка ставить. Это либо член семьи, ну, неудачник какой-нибудь, вот какие сейчас там, например, бурятосы идут там на СВО, так называемые, вербуются и так далее. Раньше бы они бы занимались вот там отдельно стадом овец. Этот Бадман, например, занимался бы там стадом коров, например, да? Ну, то есть вот так вот. Они там сидят. Ну и сейчас такая же схема. Кто знает, тот знает, короче, когда вот там приезжают бурятосы и Алешек, Сережек, Саш ищут, короче, на вокзалах. Ну, вот эти алкоголики подбичеванные и так далее. В Иркутской области, в других местах, короче. Ну, такое-то
рабство. Ну, не рабство, так скажем. Деньги им какие-то платят, ну, потом забирают за еду, за ночлег там и так далее. То есть, а это такой своего рода симбиоз бурят с русскими, короче, да? То есть, Ванюшкино сообщество, вот оно порождает вот этих маргиналов, которых используют буряты для того, чтобы платить налоги, короче. Ванюшкам, которые, ну, вот сейчас власть держит там во всех местах. И в этом отношении, конечно, там в нашем регионе об этом знают, но особо исследований, конечно, не было. Особенно нет, значит, каких-то вот публикаций в научной сфере. Но, тем не менее, данный факт существует. В 90-е годы он был вообще очень мощный. Таких вонюшек там по бурятским деревням на отдаленных хуторах, там, значит, на отдаленных заимках там всяких и так далее, на чабанских стоянках их полно было натыкано. Ну вот умрет такой вонюшка, ну его там где-то прикопает, ну и привет, он там пополняет этот. Значит, единственное, что я жалею, конечно, и в этом вина Потапова, безусловно, состоит в том, что он в свое время не договорился с иркутянами, чтобы снизить, значит, уровень Байкала на пару сантиметров, и чтобы уравнять тариф, сделать такой же тариф в республике Бурятия, как в Иркутской области. Тогда бы, вот в Иркутской области, например, как совок развалился, там в некоторых селах вообще электроэнергия бесплатная была. Жри, отапливайся, короче, там, я не знаю, там пеки, кирпичи какие-нибудь и все прочее. То есть можно было вот эти мини-заводики сделать, как на Кавказе сориентировались. Значит, газ воровали, там делали вот этот спирт быстро. То есть я не думаю, что там какие-то сидели академики, которые вот там, значит, установки эти, значит, смастерили. Ну, видите, когда финансовая, да, финансовая грамотность на Кавказе, видите, можно со спирта денежки делать, короче. Газ дармовый, считай, электроэнергия дармовая. Вот буряты бы озолотились просто-напросто. Всю бы Сибирь споили. И особенно в Бурятии, например. И в этом отношении, конечно, нам нужно, бурятским националистам, этой же схемы придерживаться. То есть своим нельзя продавать, безусловно, харам, запрет, нельзя. А вот вонюшкам, вот этот гидролизный спирт там и так далее. Я даже помню, короче, было такое, что в каком-то иркутском селе, бурятском, там была, сожгли, короче, вот армянский магазин. Почему? Потому что, ну, во-первых, я думаю, конкуренцию составили, демпинговали. А во-вторых, короче, начали спирт продавать. И кому-то там, значит, нарушили монополию. Ну и, в общем, под видом того, что мы боремся с алкоголизацией населения, подпалили. Я, кстати, с одним там чувачком общался, короче. Оказалось, что рынок мяса в Иркутской области держат армяне, короче. И самое интересное, что буряты, ну, в основном занимаются вот скотоводством, ну, выращивают скот для того, чтобы детей обучить в университетах, да, там, прокурорами сделать, судьями там, короче, и так далее. Взятки дают мясцом, молоком, значит, и так далее. А растет там очень хорошо, потому что, ну, земли-то другие, в отличие от Бурятии, конечно, там могут кто-то сказать, что степное мясо, оно отличается, там, туда-сюда, короче. Но, я говорю, стандарт во всем мире — это говядина из Австралии и из Новой Зеландии. Пока ни бурятское, ни монгольское мясо до этого стандарта не дотягивает. Конечно, там, если заботиться за скотом, там, и так далее, что там выдавать, ну, это чисто маркетинг. Потому что, ну, есть стандарт мировой, вот и надо относительно мирового стандарта и относительно мировой цены на говядину придерживаться. Потому что мы когда к власти придем, естественно, мы все пошлины уберем. То есть в Бурятии будет продаваться мясо по мировой цене, то есть мировые цены будут. Потому что мы мясоеды, и мы должны есть мясо. Для того, чтобы кости были здоровые. Значит, мышцы были, и чтобы был потенциал нормально. Чтобы рожали много. Вот в Казахстане русские
Они приняли вот эту мясную традицию казахскую. Ну и любо-дорого смотреть тиктоки, когда там, значит, конину уплетают, козы, бешбармак там делают и так далее. И в Бурятии то же самое. Русские, которые давно живут, ну их тоже глядишь, тоже мясо запасает на зиму, умеют выбирать мясо, а не так, как здесь вегетарианство, типа туда-сюда. Ну, нет, буряты будут спаивать русских. Было время, конечно, русские подпаивали бурят, ну, самых таких примитивных. Но, да, на бурятах тоже лежит это, вот эти... Ухватились, я где-то же сказанул, про то, что буряты тоже колониализмом занимались там. Бедных вот и венков спаивали, ну, вот эти местные лесные народы, короче, тофоваров там. Ну, какие народы вообще исчезли. А все почему? Все потому, что русня, ванюшки, обложили бурят налогом, короче, на соболей. Это назывался ясак. И заставляли соболей там сдавать в виде ясака, где соболей вообще отродясь не водилось. Что бурятам делать? Ну, естественно, гнали водку в огромных количествах, значит, и на водяру обменивали у, значит, тех людей, которые умеют там белку в глаз стрелять. И, собственно, конечно, ну, таким образом платили налоги. А потом войнушки-то, типа надо там колонизировать Дальний Восток и так далее. И начали слать туда что? Все, ИСАК убираем. Значит, родоначальники налогов никаких не платят. Голодранцы только. Вот родоначальников ставим над голодранцами, а голодранцы должны платить налог серебришком или золотишком. Видите как? А как заплатить? Ну, сейчас думают как. А говорит, а вы должны сеять, пахать, короче. Ну и буряты делать нечего. Начали сеять и пахать. Причем сеять и пахать начали по умным книжкам, короче. Там же не просто так было. И Бурятия, вот иркутская часть, она вплоть до, я не знаю, до, наверное, Второй мировой войны, это была житница. Потом начали завозить зерно из Америки и так далее, ну, грузовыми судами из США, там, из других стран, короче, и так далее. Ну, то есть, вот монополия упала, так скажем. А вообще, вот, от Енисея, так скажем, до Байкала, Бурятия, это вот была житница ванюшек, так скажем. И, собственно, реформы-то вот эти столыпинские, Столыпин, видимо, получил данные, как это вот эти вот, значит, людишки, буряты, значит, которые вот недавно ИСАК соболем платили, да, а вдруг сейчас урожаи дают там по 40, по 50 центнеров с гектара, короче. То есть это на тот момент было выше, чем в Украине. Ну и решили они наш край заселить вот этими бедолагами, всякими отщепенцами, вот этими дегенератами, умственно отсталыми дебилами, которые вот здесь, на этой земле, короче, обетованной фактически, на черноземе, на вот этих зимах, где минус там, может быть, от силы 5 было, да, где озимые картошки были там, озимые, значит, еще какие-то культуры и так далее, ну, которые у нас тупо не растут. Их начали туда, в Бурятию, заселять. Ну, голодранцы, конечно, собрали свои манатки там из Белоруссии, из Украины в основном, вот из каких-то центральных губерний, и к нам туда. И наши земли, которые мы обрабатывали, у нас начали отжимать. И мы все это помним, друзья мои. То есть все те буряты, которые не помнят про это, ну, не совсем буряты, ну, либо... Ну, это не значит на самом деле, что они там какие-то родовитые там и так далее. Ну, это вот такие чисто совки, люмпино-комбедовцы, вот этот колхозный элемент, о котором я говорю, национально несознательно не сформированные, так скажем. Ну и, конечно, как вот, например, допустим, расстреляли всю родню, детей, значит, закинули в детдом, да? Откуда кто, от кого передавать? Да, у них другие мифы, так скажем, были. У них вот эти истории, детские сказки не бурятские были, значит, про старуху или стариха Хархан, например, да. А были вот эти Ванюшкины сказки, там, про лаптя, значит, пузыря и соломинку. Ну, что-то такое, что-то в таком духе. И матерные частушки русские. Так.
И, естественно, самодостаточно мы там в России жили, точнее, не в России, в Бурятии там и так далее. То есть до того момента, когда построила железную дорогу. Вот тогда удешевился процесс завоза голодрани. И в советское время, особенно после Второй мировой, и даже вот эта вот вся голодрань, она сдеградировала. И в основном сейчас население в наших вот регионах это голодранцы, которых завезли в советское время после Второй мировой войны. Вот эти десятки тысяч сожженных сел немцами, да? Ну, это, конечно, это туфтень отчасти, потому что большую часть сел сожгли партизаны советские. А вот это население, которое, ну, тактика выжженной земли, это, естественно, это давнишняя тактика, а вот этих куда-то нужно было девать, и их вот раскидывали. Вот этих бедолаг, короче. Ну, они и сами там бедолаги, это все же крепостные крестьянишки. И они вот быстро, их удалось быстро перековать, потому что они, наверное, были не крепостными дворянскими, да, где там надо было чуть маленько посообразительнее быть, а вот эти дворовые, так называемые, миллионы вот этих крепостных крестьян, которые принадлежали царям. Ну, они там сидели, загнивали, и вот эта вот вся масса полудурков этих, голодрани этой, и вот она все накидывалась волнами, накидывалась на нашу Бурятию. И, естественно, они там себе создали такой статус, что они вот привилегированные, как будто бы. Ну, 90-е годы случились. Естественно, кто более трусливый и кто больше всего гадил бурятам, они, конечно, оттуда из Бурятии быстренько уехали в свои Воронежи, там, еще в какие-то эти. И сейчас, слава богу, численность так чуть-чуть бурят увеличивается. Но мне не нравятся вот эти вот статистические отчеты, короче. То есть некоторые говорят, что якобы фертильность у бурятских женщин на одну женщину, она выше, чем у ванюшек. Ну, может быть, охотно в это верю, короче, но слабовато это, не уровень Сомали, не уровень Непала. Понимаете, нам надо вот этого уровня добиваться. А ванюшки же очень умело, они же так видят, короче, чтобы не распространять. Вот депрессивный регион сделаем. Бурятия будет депрессивная, Чита еще депрессивнее, понимаете? Так, немножко будут подкидывать, короче. И, естественно, вот сейчас недавно ролик смотрел с этим, с якутом, который там где-то сидит, без ноги там и так далее. Ну и рассказывает про то, что его жена заставила. Денег нет, что сидишь, типа, иди там это, пятое, десятое. А он написал, говорит, доверку. Ну там всех уже обучает, чтобы через нотариуса доверку, чтобы вот эту сумму гробовые разделить на этих, на братьев, сестер там и так далее. И он, когда без вести пропал, он так рассказывает, что, короче, эти каждый день ходили, не сдохли, короче, проверяли. Военкому там заявление задавали, проверить, не померли там где-то и так далее. А он там где-то, ну, видимо, без руки, без ноги валялся, короче, ну, без вести пропавшим числился, короче. Ну, и, видимо, они, естественно, расстроились, когда оказалось, что он это... Ну, и вот он рассказывает там, ну, понятно, что... Судя по всему, это якутская шутка, говорит, лучше бы не женился, говорит, а сделал бы, говорит, вырезал бы, говорит, из дерева женщину, и ее бы, говорит, это... Ну, это смешно, конечно, и грустно, потому что он такой инвалид нахрен никому не нужен. Напоят такого, ну, на Новый год выставят на улицу где-нибудь, ну, в сугроб упадет и замерзнет. Понимаете? Ну, это, ну, хотя нет, там, в принципе, он с одной же ногой только, ему что, на протезик, да его снова в Шторм Z какой-нибудь отправят, короче. Так что вот такие дела. Ну, поэтому ничего удивительного нету. То есть вот этот русский колониализм, он такой, на самом деле многие не понимают, буряты, насколько он масштабный, насколько он тотальный. В том числе вот русификация, там, все прочее. То есть они вот в этом вакуоле живут. Короче, ну и им, в общем-то, очень сложно оттуда вот вырваться и поглядеть, а как же в других странах живут. И даже они вырываются в другие страны, короче, эта вуколька, она сидит, закрывает их вот это пространственное мышление, и они вот как бы окукливаются в этих разных странах. Вот мне один полудурок там пишет все в комментариях, говорит, что ну вот, мол, так таксовал, ну, видимо, это какой-то вонючий таксист, короче, который там до сих пор таксует, видать. Это, как его, ночник, наверное. И, короче, пишет, что вот вроде
ну что там, жизнь у тебя там в Польше, там хреновая, там еще что-то в этом роде. Я говорю, не этим, ну то есть качество жизни, ну некоторые считают, что у меня ухудшилось относительно Улан-Удэ. Ну не знаю, ну может быть на какое-то совершенно ограниченное время и ухудшилось, но это так всегда у мигрантов, это не может быть так, что с голой задницей там перебираешься в другое государство, и у тебя там все на мази вдруг случается. Ну, редкие исключения бывают. А так большая часть мигрантов, она действительно попадает вот в такие условия, когда им нужно там успешно интегрироваться там. И это все зависит от, действительно от желания личного, потому что вот эти же, например, совки с Брайтон-Бич, да, вот эта вот вся масса, которая эвакуировалась в Соединенные Штаты там по еврейской линии или еще по какой линии, уже давным-давно гражданство сидят там, воняют по поводу того, как Америка изменилась и все прочее. Вот они-то где там на велфере не сидели и все прочее, короче. Ну, вот такой всякой чушь. Ну и неудивительно, что такой мизерный народ без национального сознания, как буряты, тоже там подвергается вот этой активно, причем пропаганде. Я там залез, оказывается, большое количество всяких вот этих деятелей культуры было вывезено за рубеж туда, в Соединенные Штаты, на ПМЖ, даже на грин-карты, короче. Многие из них даже получили так называемые визы талантов. Ну, вот ты вот какой-нибудь, например, музыкант, там, в шахматишки играешь на уровне международного мастера, например, все, виза талантов привет. Или, например, ученый с кандидатской диссертацией, например, тоже визу талантов можешь получить, короче. То есть там относительно, ну вот, 60-х, 70-х, 80-х годов снизилось. То есть раньше грин-карту как могли дать? Да просто, ну вот ты ученый какой-то, чем-то занимаешься, а мы давайте грин-карту сразу дадим. Не о визе речь шла, а грин-карта сразу. Ну и все, еще тебе грин-карту дают и возможность работать в Соединенных Штатах Америки. Что, не поедешь, что ли? Ну, дурак не поедет или там, ну, своеобразно. Но большая часть людей так и уезжала. И таким образом в 60-е, 70-е, 80-е годы был заложен фундамент вот этого величия Соединенных Штатов, короче, технологического, я имею в виду. И сейчас то, что там гоняют всяких жуликов и так далее, левацкие СМИ, они, конечно, подают, да, Трамп там сдурел, да, Соединенные Штаты это страна, короче, мигрантов, я согласен, мигрантов, но мигрантов, вы же помните там, ту же гражданскую войну, там вот многие фильмы там показаны, что прям суден там, значит, этих, спускается мигрант, ему тут же форму дают, все, идешь воевать, короче. Ну, вот такие мигранты были. Или на Диком Западе, вот эти, где шерифы там отстреливали всякую эту гопоту, люмпинов, всяких комбедовцев, этих социалистов, которые работать не хотели и нажитым чужим трудом решили жить. Да? Вот это все было. Сейчас такого нету. Сейчас другая абсолютно схема. И Америка сейчас действительно превратилась в страну, в которой вот эти все отщепенцы с Латинской Америки, не такие настоящие набожные католики, там, желающие переехать в США, чтобы там выучить ребенка, там, значит, и так далее. Нет. Туда переехала реально вот эта масса, причем бандитов, настоящих преступников. Это не вам, не вот эти 90-е годы, короче. Они там до сих пор головы режут бензопилами и все прочее. Вот это вот такая масса приехала, и они там создали полукриминальную мафиозную структуру. И сейчас Трамп реально борется вот с этой массой. И если вы подпишетесь в Твиттере, например, на группе, значит, на аккаунты CBP One, ICE, например, там, и так далее, там можно, ну, они публикуют регулярно эти, прям по Ламброзо. Ламброзо вот чисто, прям вот 100%. Что не говори, прав был, короче. Вот эти девиантные рожи, все вот эти морды дефектные, асимметричные, короче. Ну, то есть явно какие-то патологии. Еще там, в утробе матери, заложено. И вот таких тоже сейчас вот Путин вот эту всю люмпино-комбедовскую массу на СВУ бросил, короче. Еще там рядок выстраивается. Правда, сейчас украинские коллеги сигнализируют о том, что желающих-то
желающих мало, и поэтому рано или поздно Путин ведет мобилизацию. Крупная мобилизация пойдет. Что там? Ну, действительно, а что, грантов-то, ну вот, смотрите, вот сейчас Трамп, он прекратил эту, значит, закрыл эту USAID, да, систему. Еще там несколько было таких фондов, которые, ну, просто сорили деньгами. И, конечно, вот эти все вонюшки сидели на этих грантах. Причем так сидели, чтобы тут там не было ни одного представителя инородцев. Ни бурят, ни якутов, национальных меньшинств вообще не было в этих грантах, от слова совсем. Даже копеечные. Ну вот там чуть-чуть, может быть, понюхать удалось фонду свободного Бурятии, который ФСБ Сашка Гармажапа. Ну, они так понюхали, короче. Ну, я так думаю, что большую часть денег просто им нужно было откатить. Ну, допустим, дают тебе грант 1 миллион. Ты откатываешь 900 тысяч. Тем же самым фондом, короче. Они отчитываются, вот, типа, на борьбу дали. А она чик-чик-чик-чик раскидывает эти бабки там тому фонду, этому, там, Навальному, там, Юльке на бухло, там, значит, этому, как его... Ходору там еще на что-то на ход ноги, короче, этим пятым, десятым, ну вот так расходятся. То есть условия получения просто этого гранта, короче, его раскидать там на всякую деятельность такую, короче, там на всяких этих паразитов, типа вот эти эльфы там что-то, что они какую-то подрывную там пропаганду ведут, ВКонтакте какие-то посты пишут, короче. Я же вот недавно говорю, я у себя в Фейсбуке, ну, листаю, там мне вот эти, Пономаревский съезд был, короче, и мне там, ну, люди добавляются, короче. А я такой бежу, а это кто вообще? Ну, сидит у меня в друзьях, ну, может, по пьяни добавил там случайно. Или там, может, методы есть какие-то, ну, удаленного взлома там, или еще как-то там, короче, уязвимость в Фейсбуке какая-нибудь. Он же на открытом коде написан, короче. Они могли, может, чик ее добавить. Я говорю, это кто такая хрень? Смотрю, в друзьях там 10 человек сидит, короче. Ну, общих там. Причем все деятели национально-освободительных движений, короче. Я думаю, напишу, спрошу, что такое. Представляется мне буряткой, короче, типа с Бургузина. Я ей спешу бурят, буржахе. Она мне говорит, меня, говорит, в детстве увезли. Я, говорит, по-бурятски не умею, короче. Я такой, ну, думаю, уже странно, короче. Я говорю, ну, ты меня-то знаешь, говорю, кто я такой вообще, чем занимаюсь? Нет, говорит, не знаю. Я такой, оп, как это? Бурятка и меня не знает. Ну, то есть от слова вообще не знает. Ну, то есть даже погуглите, не удосужилась, короче. А я думаю, а что сидит-то тогда вопрос? А вполне возможно, что это какой-то твинковый аккаунт, короче, там, ну, заряженный через систему просто там. Потому что иногда я пишу что-то для друзей, например, да? То есть настройки конфиденциальности закрыты. И им интересно, что я для друзей пишу, короче. И вот таким, ну, я всем вот этим знакомым разослал, говорю, фильтруйте, кого вы вообще в друзья добавляете, короче. Я тоже начал, залез в аккаунт, там профильтровал, кучу народа поудалял, ну, которых я физически лично не знаю. И один мне пишет, да что она вроде там, это антиоппозиционные посты пишет, там еще там что-то в этом роде. Я говорю, да, вот ты видел, я с ней пообщался, короче, я понимаю, что она вообще к оппозиции никакого отношения не имеет, эта баба, короче. А потом я, ну, методом, так значит, взлома определенного рода, я там определенную программку имею, короче. Чик! Я обнаружил, оказывается, что у нее есть еще второй аккаунт в Твиттере. То есть у нее вот это альтер-эго есть. И есть основной еще аккаунт. Да, действительно, бабенка живет в Швеции. Судя по всему, полоумная шизофреничка. Там, ну, какое-то явно психическое расстройство. Видимо, раздвоение, может, личности там, или еще что-то в этом роде, короче. Ну, какая-то патология явная. Нашел ее там, с кем она там встречается, аккаунт, все эти фотографии скачал, короче, безусловно, для того, чтобы, ну, как бы, ну, подстраховаться, потому что мало ли там что-то, шизофреничка с пистолетом приедет, меня еще стрельнет, короче. Ну, мало ли. А потом понимаю, что это, скорее всего, некоторая сеть из вот этих вонюшек,
боты, которые, да, которых вывезли, которые ботафермы вот эти все возят, короче, да, вот это русскомирная масса, короче. И она кем здесь будет спонсироваться? Напрямую путинским режимом? Нет, под это дело создаются всякие вот эти фонды феминистические, там еще какие-то, вроде и правильная идея, короче, да, а кто их финансирует-то, мы не знаем. Их берут на работу в эти фондики, короче, они сидят, балду пинают, типа занимаются там релокацией, правозащитой, грантики сосут. Понимаете, европейские теперь уже грантики сосут, короче. И, в общем-то, неплохо живут, балду пинают, короче. И вот периодически им нужны какие-то скандалы, они там, значит, начинают скандалить и так далее. Ну, мы-то уже, как говорится, калачи тертые, мы это все проходили давно-давно. Так. Ну чё, друзья, задавайте вопросы, 86 человек нас смотрят. Прям в какую-то ютубовскую струю попал. Так. Писать надо, потому что, понимаете, начинать надо с грантов в $1000. Если вы заявки не умеете писать на грант в $1000 и получать такие заявки, то, конечно, на что вы будете рассчитывать, когда там в десятки раз сложнее отчитаться, например, за грант в 100 тысяч. Ну и кому попало, естественно, не дают, нужно определенную, короче, работу проводить. Вот поэтому мы и организуем здесь. Я вообще хочу организовать сеть фондов бурятских, которая занималась бы конкретно бурятской правозащитой. А чем мы будем заниматься? Мы будем собирать информацию, ту, которую сейчас Ванюшки засекретили. Еще раз говорю, количество бурят погибших, первая информация, умерших, погибших и так далее. То есть это такое будет статистическое бюро. Во-вторых, обязательно мы анонсируем перепись населения бурятского. То есть буряты сами себя должны будут пересчитать. Желательно активисты нашей партии, вступайте в нашу партию, если вы за рубежом находитесь. Только принимаем заявки из-за рубежа. Если есть желание, эвакуируем, примем в партию, эвакуируем в безопасное место, эвакуируйтесь, точнее, в безопасное место, в Грузию, там, в Армению, условно Казахстан, условно Монголия, вступайте в нашу партию и будем стараться вас релоцировать. Может быть, какие-нибудь богатые буряты снизойдут, значит, дадут нам определенные деньги, в том числе буряты из Российской Федерации, у которых счета где-нибудь за рубежом, в Кипре, там, в каких-нибудь офшорах на Мальдивах и так далее, короче. Делитесь, получите десятикратно, то есть стократный прирост капитала после обретения независимости Бурятии. Так что не стесняйтесь. Так, что-то там какие-то вонюшки, видимо, атакуют. Вонюшки атакуют. Да, кто про что, а Ванюшка за свою берется. Так. Ну, пока не прекратят, потому что, ну, я могу так сказать, это денежно, деньги платят, короче. Как говорится, что там. Не прекратят пока. Пока вы не возьмете Москву в осаду. Так скажем, короче. И вот в этом отношении Ющенко правильно сказал. Слишком мелкие задачи ставятся сейчас. Надо, чтобы украинская нация уничтожила Москву. И это прямой сигнал к разрушению русского мира. Русский мир. Вот наше движение, мы не боремся там с путинским режимом, там еще с какими-нибудь русскими режимами, там, навальнятами там, и так далее. Мы боремся с русским миром. И первостепенная задача нашего бурятского движения, партии Бурятского Возрождения, выродить русский мир в среде бурят. Поэтому нам нужна очень мощная диаспора за рубежом. Эта диаспора в течение одного поколения должна переформатироваться абсолютно. И я надеюсь на эту переформатацию, на эту
на это переформатирование. И мы, бурятские националисты, должны создать базу национальной идеи, национальной мысли для того, чтобы эти миллионеры из Соединенных Штатов Америки, из Японии, поколение миллионеров, поколение миллиардеров, Илонов, Масков, Джозефов, Безосов, короче, захотела потом, когда начнется горячая фаза, инвестировать, как в свое время еврейские банкиры, еврейские промышленники из Англии и Соединенных Штатов помогали Иргуну, помогали другим организациям. Нам нужны свои герои, и леваки в том числе нужны, потому что Израиль изначально строился как левацкое государство, социалистическое, ничего в этом нету особенного. И правые нужны, и центристы, и экологи нужны, но вы нам нужны живыми. И первостепенная задача эвакуировать как можно больше бурят за рубеж, даже в КНР. То есть мы даже идем на эти упрощения, что и КНР для бурят в плане обучения, в плане ведения бизнеса и в плане жизни гораздо лучше, чем Рашка. И вот этот тренд, я заметил о том, что вот все почему-то не любят. И украинские коллеги мои, да, КНР плохо, да там какая-то диктатура и все прочее. Вы видели, вы ездили высокоскоростными поездами Шанхай-Пекин или, например, Чанчунь, Кунчунь. Ездили? Это я ездил. Я побывал вот в этой китайской провинции, в деградирующем с государственной экономикой севере Китая, северо-востоке Дунбэй был. Был в Шанхае, был в Пекине. И мне вот хватило просто, чтобы вот эта вся ксенофобия, которая систематически на протяжении длительного времени вкладывалась мне в голову, она просто улетучилась. Просто помножили на ноль. Это все в мнимое число появилось. И у многих бурят вот это почему-то сидит, что китайская опасность, это же мы братья. У нас естественное происхождение. Хуанхэ. Мы с Хуанхэ, и они с Хуанхэ. Они там остались, ну, а мы любили, видимо, мясо, а не рис, короче. И 15 тысяч лет назад на север утопали, короче. Ну, вот мне, например, нравится прохладно, чтобы было, это, чтобы воздухом можно было дышать, не этим влажным. Ну, а кто-то, кому-то там нравилось рис жрать, там, в грязи копаться. Ну, они там остались, короче. Вот видите, как говорится, и наши предки такой выбор сделали, а китайцев предки сделали, ну, другой выбор. И у одних сейчас Бурятия от Енисея до Амура оккупирована вонюшками, а другие живут в высокотехнологичном государстве будущего фактически. И даже все с Европы туда ездят работать, в Китае, и все удивляются, что там 30 лет назад было, что сейчас. Даже 10 лет назад Китай не сравним с тем, что сейчас является. Конечно, там в определенный момент, ближе к 30-му году, наступит определенная пауза. Ну и, в общем-то, они там политически пытаются, естественно, разрешить вот эту проблему с накоплением капитала и так далее. Потому что полностью юг Китая — это Тайвань. Что же вы думаете, просто так, что ли, на Тайвань Си Цзиньпинь хочет залезть? Потому что все компании, которые на юге, это все были профинансированы в свое время теми китайцами, которые вот оттуда же и происходят. Это и Хакка эти, и, значит, ханьцы, собственно, да. И поэтому ничего абсолютно удивительного нету, что там какие-то попытки есть обнулить определенного рода капиталы. Так что все вот эти вот вещи, они крутятся вокруг как раз исключительно капиталов. В этом отношении, конечно, можно сказать, что война России против Украины — это империалистическая война. То есть Рашка бьется за свою империю, микро вот эту недоимперию, империю вонюшек, вот эту империю лаптей,
фактически, да, а Китай борется за высокотехнологичную империю, за меритократию, понимаете, другие подходы абсолютно. И я думаю, что, конечно, китайцы между собой договорятся, потому что сколько у них государств у китайцев? Сингапур государство, собственно, КНР государство, Тайвань государство, отчасти Малайзия государство, там малазийцы управляют, но там в экономике, во всей структуре, там, естественно, это, ну, Гонконг государство, Макао государство, это понятно, это разные системы абсолютно. То есть в этом отношении политических моделей, так скажем, у китайцев очень огромное количество. И безусловно, что не исключен тот факт, что к 2030 году коммунистическая партия скажет, а мы самораспускаемся, там, делаем демократическую партию, либерально-демократическую партию, какую-нибудь партию ханьских националистов, например, Гоминьдан возрождаем, многопартийную систему, короче, Си Цзиньпиня хороним, делаем мавзолей, короче, все капиталы, значит, делаем юань конвертируемой валютой, там, и так далее, короче. Потому что другой, так скажем, тигр-слон растет в Азии-то. Индия. Индия сейчас уже первое государство по численности населения. И уже, причем стремительно богатеющая Индия, да, стремительно тоже преобразующаяся, в том числе за счет того, что покупают у Путина мои ресурсы, которые Путин у меня украл по дешевке, короче. А чем мы хуже? Мы сами можем эти ресурсы Индии продавать. Мы буряты. А войнушки также в шахтах, также там за 40 тысяч рублей будут работать, только все мне будет принадлежать. Мне, моим соратникам, бурятам в конечном итоге, понимаете? Доходы будут на бурят тратиться, и мы построим заводы по воспроизводству бурят. И бурятки охотно начнут там с 15, с 14 лет рожать по 10, по 15 детей. Все это будет, только нужно бороться. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Вступаем в партию, эмигрируем, становимся богатыми, освобождаем Бурятию. Всем пока и до новых встреч.